Качество услуг медицинской помощи вызывает немало споров и дебатов. И, как правило, этот вопрос остается открытым. Для того, чтобы попробовать разобраться в ситуации, мы провели опрос у ворот медицинских учреждений. Качество больниц абсолютно, не знаю. Может, врачи и компетентные на самом деле, но лекарств там никаких, потому что буквально недавно я столкнулся с ситуацией, что тетю мою прооперировали. Вплоть от бинтов, от всего. Все там платно, ничего бесплатного нет. И ухаживают хорошо, доктора смотрят хорошо. Все анализы собрала, отксерили, все это карточки подклеили. Прихожу в консультативную. Она мне говорит, а где ваши анализы? Хотя до этого я у медсестры спросила, что нужна карточка. Нет, анализы не нужны. И снимок они не сказали, что снимок нужен. Она говорит, а где это все? А нету у меня ничего. Значит, идите опять делайте. Ну мне же не 25 лет и не 45 лет. Отличная больница, отличный ремонт, отличное обслуживание. Врачи очень внимательны. Государственные и муниципальные органы лихорадочно работают над планами внедрения эффективного контракта, а многие медицинские работники о нем даже и не слышали. А те, кто слышали, подчас имеют весьма смутное представление о нем. И это не случайно. Почти год это понятие периодически всплывает, но четкое его определение появилось относительно недавно. Российское здравоохранение стоит на пороге очередной реформы. С 2014 года все лечебно-профилактические учреждения перейдут на новую систему оплаты труда – эффективный контракт. И наша республика не исключение. Эффективный контракт – это, наверное, очень здорово, что государство обращает столько внимания на преобразование здравоохранения, осознавая, что на прежнем этапе останавливаться просто невозможно уже. Вот качество медицинской помощи на сегодняшний момент должно соответствовать требованиям. Эти требования в эффективный контракт прежде всего расставит все точки приоритетно на свои места. Это и штатное расписание придет в норму. Причем мы поэтапно к этому идем. Эффективный контракт – это поэтапное становление здравоохранения на тот уровень, на котором оно должно быть. Одним словом, эффективный контракт – это справедливый способ оплаты труда. Столько работал, столько заработал. И внедрение этой системы потребует больших затрат. Поэтому большая часть денег на реализацию программы была выделена из федерального фонда. И лишь небольшая часть денег поступила из территориального фонда и республиканского бюджета. Находясь на пороге новой реформы, нужно четко осознавать необходимость развития, особенно в сфере здравоохранения. Эффективный контракт направлен на повышение уровня медицинских услуг. Конечно, данная программа вызывает полемику со стороны врачебного сообщества и со стороны министерств и ведомств. Это неизбежно. Все новое всегда будет вызывать споры. Насколько действенной окажется программа модернизации здравоохранения, покажет только время.